день, в эфире снова программа «Старый телевизор» в прямом эфире, и я ее ведущий Лев Новоженов. Наш телефон в студию прямо сейчас 217-45-33, телефон редакции 217-9682 и 217-97-14. Сегодня в программе «Старый телевизор» мы вспомним первого президента Грузии Звяда Гамсахурди, блестящую комическую актрису Гликерию Богданову Чеснокову. А в студии у Льва Новоженова вы встретитесь с доктором исторических наук, общественным и политическим деятелем Аланом Чочиевым. Действительно, сегодня у нас в студии необычный гость. Алан Резоевич Чочиев. Его жизнь связана прежде всего с Осетией, Южной Осетией. Он доктор исторических наук. Недавно вышла его книга, она у меня лежит на столе, называется она «Нарты, Арии и арийская идеология». Не буду раскрывать, о чем пойдет наш разговор, хотя из названия этой книги уже что-то можно понять. Прежде чем начнется наша беседа, телевизионное досье, которое мы приготовили к приходу гостя. Алан Резоевич Чочиев, доктор исторических наук, специалист по арийской идеологии. Родился в 1946 году в Цхинвале, столице Южной Осетии. В 1971 году там же окончил педагогический институт, затем аспирантуру в Тбилиси. В 1999 году в Москве защитил докторскую диссертацию. В 1989 году был председателем Народного фронта Южной Осетии. С конца 90-го до 92 года первый заместитель председателя Верховного Совета Южной Осетии. Автор книг «Очерки истории социальной культуры осетин», «Нарты, Арии и арийской идеологии». Древний мир, Атлантида. Юг этого континента населяет раса, достигшая высочайшего уровня цивилизации – атланты. В их руках огромная магическая сила, но постепенно народ Атлантиды деградирует, магия становится неуправляемой. И в этот критический момент на севере Атлантиды, в суровом климате ее горных районов, появляется новое племя, которому предстоит стать во главе цивилизации на древнем континенте. Эти люди называют себя арийцами. Новую арийскую расу составляли сильные, мускулистые, белокурые, голубоглазые люди. В их рядах царила жесточайшая дисциплина. Их учили побеждать страсти и сохранять чистоту крови своей расы. Арийцам предстояло сражаться с вырождающимися атлантами-южанами. Это были люди гигантского роста, сверхчеловеческие силы и вооруженные магическим знанием. Всему этому арийцы противопоставили холодный разум и железную дисциплину, и в конечном итоге доказали свое превосходство. Позже арийцы покинули Атлантиду. Они пересекли всю Европу, Азию и, достигши Тибета, основали страну Шамбалу, сосредоточив там весь духовный и магический мир планеты. Эта древняя история о сверхлюдях сильно подействовала на Гитлера. Так появилась новая, тайная доктрина 20 века – сверхраса, сверхлюди, арийцы в Германии. Первый вопрос, который я хочу вам задать, Алан Резоевич, связан с тем восприятием у современного человека, живущего, как я, например, в Средней России, восприятие слова арийское, арийский, арийская идеология. Безусловно, что для людей, переживших Вторую мировую войну, родившихся вскоре после войны, эти слова вызывают негативную реакцию. А в свете того, что сейчас происходит на Северном Кавказе, вот эта вот ввязка, арийская идеология, арийская с Северным Кавказом, тем более звучит, в общем-то, не скрою, пугающе. Но нужно как-то все по порядку разложить, чтобы не запутать наших телезрителей. Давайте начнем с того, как вы стали этим заниматься, почему вы этим стали заниматься, что вас побудило к этому. И как это вообще все началось у вас? Очень коротко я вам скажу так, особенно телезрителям, видимо, это не очень интересно, но началось это с того, что я занимался ранними социальными системами, то есть переходом от родовых к родоплеменным, вождества, бигменства и так далее. И делал это на материале нартовского эпоса, довольно хорошо известного. И в конечном счете оказалось, что, во-первых, нартовский эпос – это
всего лишь часть того фонда источников и памятников, которые составляют основной фонд этой социальной системы. И я ее условно называю Нартиада в моем исследовании, вот последним это тоже называется Нартиада, но Нартиада это на самом деле уже не нартовский героический эпос. Нартовский героический эпос всего лишь часть Нартиады, туда входит как минимум еще один эпос, об этом из книги я сейчас распространяю. Часть арийской. Целая система гимнов, молитвословий, молитвоплясок, молитвопений. И все это составляет Нартиаду на моей интерпретации, но это источник социальной истории. То есть часть арийской идеологии. Сама арийская идеология выражается вот в этих блоках. То есть она не является, она не покрывает, разумеется, все, но в Нартиаде есть арийская идеология. Если вы имеете в виду само слово «арий», вот как вы сказали, что это немножко настораживает, «арий» или «арьяна» с окончанием «ана» ничего другого не означает, кроме как приносящие жертвы. Это жрецы. Сегодня мы сказали священники. То есть арийская идеология, если быть буквоедом, так сказать, буквалистом, означает просто жреческая идеология. Не более этого. И как таковая арийская идеология, как таковая, вот именно как арийская, она заканчивается где-то в первом тысячелетии до нашей эры. Там она еще есть, вернее, я хочу сказать, но она уже есть как составляющая многих разных государственных образований, то есть она уже входит в цивилизации. Там, вот Тибет, вы сказали, там Иран, Ригведа, Авеста, греческая мифология, Средиземно-циркумпантийская зона, Скандинавия, библейский регион, Библия. Я вам хочу сказать вот что. Считается, что Авеста наиболее полностью свод арийской идеологии. На самом деле, мое исследование, во всяком случае, об этом говорит. Библия более полный свод арийской идеологии. Я уже не говорю там о Коране или чем-то другом, чем Авеста даже. И в схематическом виде, и в материальном наполнении. И сегодня мы всего этого не охватим, поэтому я хотел бы, чтобы мы сказали просто об одной какой-то части этой арийской идеологии. И, скорее всего, мне кажется, вот, более всего, что интересует на сегодняшний взгляд, как мне кажется, вот, чаще всего мне вопросы такие задаются. Что такое вот феномен Схинвала? Вот на это нам хватит времени, я это могу сказать очень популярно. Мы до этого еще дойдем. Я думаю, что эти вопросы исходят из определенного какого-то специфического круга людей, знакомых с этнографией. Знакомых с историей. С историей. С греческой мифологией, скандинавской мифологией, с Библией. Но мы сейчас говорим на более широкую универсальную аудиторию. Мы сейчас до Схинвала еще дойдем, но у меня вопрос, который сам собой напрашивает. Я так считаю. Почему именно эту идеологию арийскую? Почему она так понравилась Гитлеру, скажем так? Почему для него она оказалась наиболее удобной? Как вы думаете? В самой идеологии что-то такого рода извлечь, от самой арийской идеологии, я не могу. Я не вижу там ничего такого, что потом в конечном счете стало основанием для той идеологии, которая в сегодняшнем понимании называется арийской. Но я полагаю, что в некотором роде это Ницше, с Ницше начинается, потому что, мне кажется, вот было время, 19 век, скорее всего, когда там в литературе, скажем, Достоевский, в философии Ницше, и был какой-то кризис веры, по-видимому, какой-то моральный, видимо, это было связано с очередным технологическим каким-то 19 века, так сказать, периодом, так сказать, начинался новый какой-то прорыв, видимо, гэп технологический. И, видимо, какие-то старые ценности, как всегда в таких случаях бывает, они переосмысливались, что-то не устраивало, видимо, так. В любом случае, когда капитализм пришел в Россию в виде преступления и наказания, Достоевский, там, это же не случайные вещи, совпадения такого рода не бывают случайными. Потребовалось осмысление того, что, скажем, новая денежная среда, новые отношения не вяжутся со старым. Трагедия. Ломка каких-то стереотипов Достоевский это достаточно хорошо показал. Но в философском смысле лучше всех это показал, на мой взгляд, на мой вкус, Ницше, который, со знаменитым вот «Бог умер» там и что-то такое. И вот это белокурое бестие, вот в этих разрушительных интонациях, мне так кажется, во всяком случае, я сейчас не берусь давать полную оценку, но мне кажется, во всяком случае, так, что вот в этих разрушительных интонациях было нечто такое, что могло привлекать, скажем, новых героев нового 20 века, там, в том числе и Гитлера.
что-то уничтожить, мы весь старый мир разметем и построим новый. Я, кстати, не различаю эти, на самом деле, вот в сутейном смысле. Я то от этого не отличаю. И те хотели смести все на корню, построить немецкий рай. Эти хотели здесь снести все, что до них было, и мы свой новый мир построим на полных обломках и так далее. Мне не кажется, что это вещи далеко отстоят друг от друга. Вот в этом смысле. Там умер Бог, здесь религию убили, свили и так далее. Ну, есть масса типических... Понятно. Но именно с помощью, значит, ариев, с помощью арийской идеологии, каких-то мифов, Гитлер построил свою доктрину, ну и с помощью Ницше, конечно, свою доктрину о сверхчеловеке. Мы только что сейчас видели фрагмент из программы «Совершенно секретной», где говорится, что арии были очень сильными людьми, необыкновенно сильными суперлюдьми, которые вступили в битву с атлантами и победили. Нет ли, значит, вот в этих исследованиях ваших, в том числе, попытки, ну, самоутвердиться, да, в национальном смысле? Нет ли притязаний вот на такого рода самоутверждение? Я вас понял. Есть вообще такой синдром, мне кажется, он тоже тоталитарный синдром, когда нету достойного настоящего, кивать на великое прошлое. Ну, я много раз это наблюдал в своих соотечественниках, но это арийская идеология, это феномен науки. Такая, на самом деле, идеология существовала. И у нее есть составляющие блоки. Вот мы говорим сверхчеловек, да, вот как будто бы у нас есть представление. Это абсолютизация некоторых моментов, я вам скажу сейчас, в чем здесь дело. Это очень простые вещи. Такой структурный стержень арийской идеологии, древнейший структурный стержень, это возрастно-поколенная система, где совершенно ясно, что юноши сильнее, чем дети, мужи сильнее, чем юноши, и каждый из этих возрастно-поколенных ступеней, она идеализируется предельно, скажем так, запредельно. С освоением металлов, металлического оружия возрастно-поколенная система переходит в военно-иерархическую систему, где соответствующим образом абсолютно идеализируется уже именно военная функция. И могущество различных поколений, что ранее было абсолютным, скажем, абсолютной ценностью ранней идеологии арийской, жреческой идеологии. То есть старшие жрецы по возрасту были абсолютно могущественны по отношению к более молодым жрецам. Но теперь уже воины стали с оружием, они стали абсолютно, и вот эта идеализация. Сложилась военная иерархическая система, в которой идеализация воинов как бы сказать, отодвинула на второй план и жрецов, и вообще все остальные функции, общественные, социальные функции. И сложилось, мы в книге об этом очень подробно, и сложилась на этой почве, я ее называю асаланская династическая доктрина. Потому что ас-алан, это, собственно, ас-арьян означает воин, жрец. Если раньше были просто жрецы, то теперь воин, жрецы, это или витязи веры, я их там тоже так называю, по-разному. Но абсолютизация вот этих витязей веры, витязь в тигровой шкуре, к примеру, да, так сказать, такой, очень такой теплый, хороший героический образ, там, Ахилл, Аякс и все прочее, это абсолютизация воинов. Ну, абсолютно, так сказать, неоправданно считать, что Александр Македонский, да, вырос на этих традициях, но если бы он, скажем, был человеконенавистником, то тут Аякс и все прочие истории были ни при чем. Тем более Гитлер, который уже где-то 2500 лет спустя, после того, как арийская идеология стала составляющей, распалась по многим регионам цивилизации, и когда ее практически уже единственное, что христианство, ислам, все мировые религии, все мировые религиозные идеологии всех мировых религий построены на арийской идеологии. Если я правильно вас понял, в соответствии с арийской идеологией, воин, ну самый главный воин в государстве, является одновременно и духовным вождем нации. Да, да, да. Что и произошло, ну, например, в лице того же Гитлера. Он не был воином. Ну почему же он не был воином? Нет, воином он не был. Воин это тот, который выходит на поле боя и сам умирает. Человек, который знает цену смерти. А Гитлер не был воином.
Он был политиком. Вот та большая разница существует, что в древности ведь эти вещи не разные. Цари выступали впереди войска в то время. Они шли сражаться, они воевали. Что было, в общем-то, правильно. Что было правильно, да. Вот если бы Гитлер сам с автоматом, со Шмайсером ходил впереди цепи своих эсэсовцев, я бы еще посмотрел. Как Цезарь, в общем. Как Цезарь, как да, кто, масса императоров. Как Македонский. Как Наполеон, в общем. Да. Я бы посмотрел, как он, как он распинался бы в этой арийской идеологии. Разные вещи, на самом деле. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии доктор исторических наук Алан Резович Чуйчиев, специалист по арийской идеологии, о чем мы сегодня с ним говорим, также в связи с выходом его книги, вот она у меня лежит на столе, «Нарты Арии и арийская идеология». Алан Резович, ну, для многих людей, я думаю, сейчас экран телевизора будет откровением, что центр арийской культуры, арийской идеологии находится, оказывается, в Осетии, в Цхинвале, а не, скажем, на Тибете, где Гитлер там искал, его экспедиция искала центр мира, энергетический центр мира. Как выяснилось, что все это находится на самом деле в Цхинвале? И кто это выяснил? Арийская идеология, она имеет и пространственные, и временные параметры. И вот я очень коротко их обрисую, чтобы было ясно, что, о чем идет речь. Речь идет об индоевропейцах, древнейшем народе. Индоевропейцы – это предки всех европейских, азиатских, очень многих азиатских народов, практически всех европейских народов. Они жили на Кавказе и в Малой Азии, индоевропейцы. После 5-го тысячелетия они разошлись волнами по всему миру, от океана к океану. Естественно, предводители их были в одно время жрецы, переселение этих, потом уже воины. Жрецы-воины. Потом уже жрецы-воины, да. И где-то во 2-м тысячелетии до нашей эры последний вот это, конгломерат этого индоевропейского массива на Кавказе и Малой Азии науки носит название арийско-греко-армянской общности. Поэтому мои исследования построены на арийских, греческих и армянских материалах. Так вот, существует студии по индоевропейской истории. Есть, я не буду сейчас долго занимать, всего по полминуты, даже по 10 секунд. На 2 классиков мировой науки. Дюмезиль и Абаев. Вот Дюмезиль установил, что общество индоевропейцев по функции делилось на 3 уровня синхов. Верхний синх, синхуал. Синхуал вы слышите, да? Да. Вот верхний синх, синхуал, средний синхастов синх и нижний делосинх. Вот все. С Дюмезилем мы расстались. И второе, Абаев, он установил, он создал новый вид словаря, где показал историю слова. То есть вот слово «синх», сейчас я вам скажу, как оно звучало в индоевропейском древности. Оно звучало «саянака» в древности, а «сай» означало «обитать». «Обитать». «Саянака» означает «обиталище», жилище, в общем. То есть «синхвал» означает не что иное, как просто «верхний обитель». А поскольку мы знаем, что Вальгалла скандинавская тоже означает обитель верхнюю, куда поднимались души. Рай для воинов. Рай для воинов. Да. Туда поднимались души нордических героев после смерти. То есть это Валасай, верхнее обитание в Валасинхе, верхней обители. И поскольку и в Нартьяде наверху обитают герои, и в скандинавской мифологии Вальгалла, то тут, я только могу достоверно про себя это говорить, я абсолютно уверен, вы можете к этому относиться как угодно, как вам угодно, но синхвал, вал и Вальгалла вал, это в обоих случаях верхний означает. А хала, это мы с вами знаем, что такое, замок, дворец. В слове нарты также слышится слово нордический. Не знаю, я не лингвист, но в словаре Абаева этого нету. Это поэтому... чисто моя импровизация? Нет, в словаре Абаева этого нету, я человек строгий, чего нету у специалистов, то я никогда не говорю. Таким образом, вот такая вещь. Вальгалла находится в Синхвале, здесь написано в духовном расследовании, да? Скандинавская Волгала, да, находится в Синхвале. И нишанская Волгала находится в Синхвале. Не Синхвал, это иноязычное произношение, правильно Синхвал. Исторически верное произношение Синхвал. Я задам просто простой вопрос, с научной точки зрения, может быть, вульгарный. Кого мы можем сейчас назвать арийцами, настоящими арийцами? Очень многие народы являются арийцами. Например? Практически все европейские. Армяне, таджики, афганцы,
Армяне, таджики, это не все европейские. Нет, все европейские я уже сказал. Все европейские. Практически все европейские. И плюс к этому армяне. Армяне, таджики, афганы, есть в Индии народы арийского корня, есть. И дальше. Знаете, в чем дело? Арийское, нету чистых наций, нету чистых народов. Это придумано было, может быть, и не Гитлером, а раньше него. Все народы перемешались очень давно, кстати говоря. И арии вошли в очень многие этнические общности, единства и так далее. Но я хочу одну вещь еще сказать. Вот и существует, на самом деле, Волгала, Синхал, это на этом ведь не кончается. Существует сам феномен Синхал. И он присутствует и в греческой мифологии, вообще в Средиземноморье, и в Библии, и в библейском регионе тоже. Вот я вам два примера приведу сейчас. 1,5 минуты всего. Пожалуйста, пожалуйста. И вы убедитесь, насколько это на самом деле серьезная вещь. Пожалуйста. Да. Вот души нордических героев восходят в Вальгаллу. Вы наверняка знаете, куда попадают души греческих героев греческой мифологии. Я вам даю опять снова ориентир. Волосай – верхняя жизнь, и Синхол – это верхняя обитель. В одном случае верхнее обитание, в другом случае верхняя обитель. Выбора нет. Это либо Волосай, либо Синхол. И они тоже связаны друг с другом. А вот как называется место, куда восходят души греческих героев после смерти? В мифологии греческой. Называется Волосайские поля, называется, Елисейские поля. В греческой мифологии это место называется Волосайские поля, только в греческом и азиатском произношении это будут Елисейские поля. То есть, просто говоря, главная улица парижской столицы идет от столицы Южной Осетии. Короче говоря, Елисейские поля – это и есть рай. Это есть рай, вот это как раз Синхал. Вот Волосай – это сама жизнь наверху, а Елисейские поля – это уже уровень, то есть это рай. В общем, если не можешь поехать в Париж на Елисейские поля, нужно ехать. Только там света нет. В энергетическом центре мира нету света. Теперь Библия. Я вам привожу пример в Библии, где совершенно точно тоже присутствует этот Синхал. Вы помните, да, в Библии, как называют, есть там два определения севера. Вот в одном месте сказано так, что вот придет муж правды с севера. Помните, да, такое? Вот придет муж правды с севера. И в другом месте говорится о народе Гог и Магог. Так Библия называла ариев скифов. Муж правды – это как раз герои и скандинавских, и греческих, и это Синхал. Вот если мы знаем, что обитель по арийско-греко-армянском лексиконе называлась Синх, а в Библии сам арийский народ назывался Гог и Магог, то как могла называться обитель народа Гог и народа Магог? Выбора нет. Синх Гог, Синх Магог. Что-нибудь напоминает вам это Синх Гог и Синх Магог? Кроме Гоголя-Моголя, ладно, Синагогу не напоминает? Напоминает. Ну и Гоголь-Моголь тоже. Гоголь-Моголь тоже напоминает. И то приемлемо, но в данном случае ясно, что когда речь идет о мужах правды, которые обитают в Синх-Гоге и в Синх-Магоге, то с Гоголь-Моголем тут надо расстаться и говорить о несколько более таких более мифологичных вещах. Алан Резович, с вашего разрешения послушаем звонки. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Алан, у меня к вам вопрос. Я хотел бы узнать, вот именно являются ли таджики национальностью арийской, входят ли они в этом состава, что ли, так сказать. Являются они арийцами? И подробнее, если можно, пожалуйста, рассказать об этой национальности с исторической точки зрения. Спасибо. Ну, я понимаю, что многие телезрители, когда видят доктора исторических наук, думают, что этот доктор истории знает всю историю. Я, скорее всего, отошлю нашего телезрителя к работам Ханекова. Это конец прошлого века. Это, кстати, академик, русский академик, который работал в Париже. И первые исторические работы, ну не первые, наверное, но в самом случае из тех, которые известны мне, первые работы были академика Ханекова, написанные в Париже. И вот в перечне арийских народов, я следую ему как специалисту, указаны и таджики, и... Таджики могут быть спокойны. В смысле того, что они жреческие народы, я думаю, все народы мира могут быть спокойны. Еще один звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день. Слышите меня, да? Да, слушаю. Да, вот я хотела задать вопрос Чочиеву, господину Чочиеву, насчет Ницше.
Вот он говорил, что, значит, Гитлер полностью отрекся на Ницше. А я просто хочу ему сказать, и он, наверное, это подтвердит, что просто Гитлер использовал Ницше для своих целей. И вся его идеология Гитлера и Розенберга насчет, значит, арийской расы, это был конгломерат лживых, значит, разных идей он собрал и использовал, просто создал совершенно ложную идеологию. Мы вас поняли. Мы вас поняли, и, собственно говоря, Мне нечего сказать, кроме того, что она безусловно права. Я добавлю только, что Ницше я безусловно уважаю, великий ученый, он ни при чем в этом смысле. Еще один звоночек, пожалуйста, говорите, вы в эфире, добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, хотел бы спросить у вашего гостя, занимающегося вопросами арийской идеологии, чем он объясняет крайне негативное отношение Гитлера и вообще арийской идеологии к евреям? Спасибо. Кстати, вот насчет синагоги я вам только что говорил. Синагога, Вальгалла и Елисейские поля – это полные идеонимы Синхола. Если бы Розенберги, Хаусхоферы и Вирты знали арийскую идеологию, вот если бы эта книжечка у них была, они бы просто не сумели эти народы изобразить друг для друга врагами. Поскольку и там мужи правды истинные герои обитали на одних высших уровнях. Это не было разделения, как в Библии сказано. Помните, Вавилонская башня? Раньше все народы были едины, у них была одна вера. Вот арийская идеология – это тот последний этап, когда еще у людей была единая вера. Правера, в общем, практически. Правера. Да. Ну, или изначальный монотеизм. Как хотите. Но все это правильно. Все это правильно. То есть я хочу на самом деле сказать, как кажется, это там какой-то, так сказать, санкционной формой для осетин, маленького народа теперешнего. Я совершенно определенно утверждаю, и я это доказываю, так сказать, и в этой работе, что не только потому, что там энергетический центр мира, скандинавская Вальгалла, там Елисейские поля, синагога, это Синхвал, да, но Синхвал это мегаконфессиональная святыня цивилизации. Это мегаконфессиональная святыня цивилизации. То есть та самая, которая в изначальной провере была. Я понял. То есть главная святыня цивилизации, она не скажем, не главная, а то, с чего все началось. То, с чего все началось, совершенно верно. Исток. Исток Всего. Да. Мы сейчас делаем отступление в сторону, хотя, как сказать, отступление ли это, если отступление, то в чисто условном смысле слова. Дело в том, что 26 мая 1991 года, то есть в этот день, но только 9 лет назад, Звят Гамсахурди был избран первым президентом независимой Грузии. Мы не случайно упоминаем сегодня эту дату. У нашего гостя с Гамсахурди особые, в общем, отношения. Он знал его непосредственно, практически был его политическим противником. Что-то, может быть, он вспомнит об этом, в общем, необычном человеке. Но сначала наша рубрика «Время назад». Попытки либерализации сверху были у нас в известной мере уступкой диссидентскому движению. Одним из его признанных лидеров в Грузии был Звят Гамсахурди. В 1978 году состоялся, хотя и закрытый, но тем не менее громкий процесс над ним. Грузинский диссидент номер один публично отрекся от своих идей и друзей и предостерег молодежь от вступления на опасный путь борьбы с коммунизмом. На несколько лет Гамсахурди сошел с политической арены и появился опять как диссидент в 1985 году. А 9 апреля 1989 года под саперными лопатками десантников на проспекте Руставели погибли люди. События этой ночи предопределили крах коммунистического режима в Грузии. Наступил звездный час Гамсахурди. Народ принял покаяние своего кумира. В октябре 90-го года Гамсахурди избирается на пост председателя Верховного Совета Грузии. Правда, избирательная кампания прошла в сопровождении серии загадочных смертей и немотивированных арестов его политических соперников. Тем не менее, через полгода Гамсахурди становится первым президентом Грузии. В течение нескольких месяцев президент занят решительным укреплением своей власти, а в августе 91-го он фактически выступает с поддержкой ГКЧП и присылает на связь с его лидерами своего эмиссара.
С этого момента начался закат политической карьеры Зиада Гамсахурдия. Ну и я хочу напомнить, что наш сегодняшний гость Алан Резович Чойчев, он не только историк, доктор исторических наук, он еще занимал довольно высокую должность. Как раз в годы правления Зиада Гамсахурдия Алан Резович был заместителем председателя Верховного Совета Южной Осетии. Правильно? Все. И с нашим героем Зиадом Гамсахурдием у вас были не лучшие отношения. Ну, не совсем хорошие, да. Что вы можете сказать вот в связи с этой датой? В связи с этим человеком уже немного подзабытым. Ну, много на самом деле не могу сказать. Лично я один на один с ним не встречался. Так в группе однажды было такое дело. Но у меня никогда не было иллюзий на самом деле о том, является ли Гамсахурди демократом. Это очень большая натяжка. Вот, знаете, вот любят говорить так, как эта нация Гёте, Бетховена там, и так далее могла вдруг фашизм. Ну, в грузинской, скажем, культуре тоже есть имена, ну, не такого, может быть, масштаба, но и мы в свое время тоже думали, ну как может быть такой нации, сказать, от нацизма. Тем не менее, так случилось, что так было. И до 92 года, я, кстати говоря, до 92 года был единственным в Осетии политиком, который называл грузинскую демократию того времени, во всяком случае, грузинским нацизмом. И только в 92 году нас стало двое. Эдуард Амбросевич Шеварднадзе в 92 году официально заявил, что это грузинский провинциальный фашизм. Я сказал нацизм, он сказал фашизм. Вот до сих пор мы в Осетии вдвоем. До сих пор в Осетии нету ни секретарей, ни генералов, ни героев Советского Союза, которые бы повторили, что мы были антифашистами с 89 по 92 год. Мы были антифашистами. Но дело не в этом. Про Гамсахурди я не хочу сейчас ничего хорошего говорить и ничего плохого тоже. О мертвых или хорошо, или ничего, что говорится, да? Но сказать, что как интеллигент он производил на меня хоть какое-то большое впечатление, я не могу. Я знал языки, хорошо воспитан был, наверное, сказано. Но это, видимо, недостаточно, когда есть политический выбор, и он выбирает то, что он выбрал, то, мне кажется, воспитание и знание языков тут. Алан Резович, ну мы снова возвращаемся к нашей теме, к нартам, марийской идеологии. Ну и давайте немножко затронем вот оккультный такой аспект, в общем, в принципе, этой проблемы. Что такое сияющий восьмигранник? Что такое вообще все эти символы, которые тоже взяла на вооружение уже не уже нацистская идеология, фашистская, свастика, сияющая восьмигранник? Самый неприятный момент, когда меня начинают связывать вот эти вещи, к сожалению, это было связано в истории, и от этого не уйти никуда. Тем не менее, исторически это совершенно разные вещи. Вот скажем, я еще раз возвращаюсь, ни Вальгалла, ни Елисейские поля, ни синагога никакого отношения не имеют ни к чему другому из того, что вот мы говорим про 20 век. Но синагога это ведь синагог. Вальгалла это верхний замок. Кстати, грузинское слово цифа тоже идет от циф. Замок означает. Значит, это какой-то архитектурный ордер. И надо искать, а что это такое? Есть ли такой архитектурный ордер еще где-нибудь? В Осетии есть, да. Вот знаменитые святилища Сидан, Реком, там восьмиугольные у них, восьмисферные у них крыши наверху, на четырехугольных основаниях. Но в Наркьяде есть классический абрис арийского храма, и называется он Аст-Фисенон Шапаркумон Хажар. Буквально перевод. Восьмивыступный четырехугольный дом. Естественный вопрос, вот почему, кстати, вот это Рекум Месида, они сверху восьмивыступные. Там лабрисы, или хотите бугаты, в Украине их по-разному называют, дракончики, но это восьмисферные. Так, а что это, собственно, означает? Я знаю, что все телезрители, безусловно, знают, что такое саввастика или свастика. Так вот, саввастика это очень старое, асаланское слово вот, на астинском языке. Сав означает сияющий, аст это числительное 8, ких это грань. То есть это сияющий восьмигранник. Если свастику пунктиром соединить, это вот сияющий восьмигранник, да. То есть это говорит о том, что арийский ордер архитектурный арийского храма был внизу четырехугольное помещение, шапаркумом, а наверху восьмигранный был,
Я не знаю, как это назвать. Ну, купол, наверное, но купол обычно бывает сферический. Так вот, свастика или свастика относится именно к куполу. Она характеризует только купол. Это означает буквально сияющий восьмигранник. И более ничего. То, что вот сегодня мы об этом говорим, это что другое. Я сейчас успею еще один вопрос задать, потому что времени уже не так много. Дело в том, что известно, был генеральный план застройки Москвы, принятый Сталиным и подписанный тоже, который должен был ознаменовать собой круглую дату 800-летия Москвы. План этот заключался в том, но я сейчас не говорю о деталях, что построить 7 зданий по периметру Садового кольца. 7 или 8? 7, с 8 посередине. 8-й должен был быть Дворец Советов на месте взорванного храма Христа Спасителя по проекту Иофана. Этот храм, это здание, вернее, не было построено, Дворец Советов, потому что там воды подземные там не учли и так далее и тому подобное. Говорят, что это на самом деле, ну вот оккультисты те же самые говорят, что это 800-летие, такая лицемерная такая оговорка. На самом деле это тоже какое-то мистическое число. И что Сталин был таким же тайным оккультистом, как и, в принципе, Гитлер. Что вы на этот счет можете сказать, только коротко? Ну, лично у меня, вы же меня спрашиваете, да. Потому сейчас просто телезрители могут думать, что я на всех это распространяю. Нет, только для меня. Для меня нет сомнений, что Сталин был оккультистом, что он мистиком был, и Гитлер, соответственно. Но для меня другой повод, вы понимаете, так думать. Вот на Кавказе не было ни одного города, который бы носил название Сталина, имя Сталина носил. И с самого начала ему предлагалась его родина, Гори должен был быть переименован. Дать его имя должны были. Но мой отец по 58-й статье сидел в свое время во времена Сталина, и когда он вышел, вот в его кругу писательском, этот разговор ходил, что Сталин вроде кому-то каким-то образом вызвал инициативу снизу, из Цхинвала, чтобы оттуда пришло предложение. И было много, на самом деле, разных предложений с Кавказа, очень много разных. Даже из Грузии было несколько городов, уже не говоря о других. Но он выбрал именно Цхинвал. Ну, важно не горе, а Цхинвал. Цхинвал он выбрал, и старый мир назывался Цхинвал. У нас время кончается, Алан Резович. Так вот, я хочу сказать просто, что Сталин-Ир, Ир это осетины так себя называют, но на самом деле это Арий, и означает жрец. Так знал ли это Сталин, я не знаю, но буквально означает Сталин-жрец. Короче говоря, в Цхинвале должен был называться Сталинир. Он назывался Сталин. Он даже и назывался. Хрущев его в 64-м переименовал. Алан Резович, спасибо вам за беседу. Она подходит у нас к концу. Я должен напомнить еще раз, что сегодня у нас в студии был Алан Резович Чойчев, доктор исторических наук, специалист по арийской идеологии. Много мы не сказали, но уж такая тема обширная. Извините нас, пожалуйста. Мы прощаемся с вами. Надеюсь, что ненадолго. До скорой встречи в эфире канала Н.